В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшик Шара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Подготовка к очередному раунду. В МИД Абхазии состоялась встреча с сопредседателями женевских дискуссий. Доходов больше запланированного. Депутаты парламента обсуждали исполнение республиканского бюджета за 2015 год. Форум спасателей мира. Представители МЧС Абхазии приняли участие в международном салоне «Комплексная безопасность». Министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба встретился с сопредседателями женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье от ООН, ЕС и ОБСЕ Гербертом Зальбером, Анти Туруненом и Гюнтером Бехлером. Обсуждались вопросы подготовки к очередному раунду женевских дискуссий, возобновления работы механизма по реагированию и предотвращению инцидентов, а также инцидент, произошедший 19 мая на контрольно-пропускном пункте на Баке на абхазско-грузинской границе. Глава внешнеполитического ведомства Абхазии подчеркнул, что инцидент на абхазо-грузинской госгранице 19 мая между военнослужащим погранотряда СГБ Абхазии и гражданином Грузии не должен помешать переговорам в Женеве или встречам в городе Гал, которые абхазская сторона считает очень важными. Все участники переговоров должны быть настроены на одну цель – добиться мира и стабильности в регионе, подчеркнул он. Мы обсудим все детали предстоящего раунда в Женеве со всеми аспектами его. Мы также обсудим в какой-то степени ситуацию, которая возникла на границе с инцидентом. Я думаю, что это очень печальное событие. Тем не менее, нам не нужно считать, что оно повлияет на какой-то ход развития в Женеве и особенно встречи в МПРИ, который мы очень, то есть гальский механизм, который мы считаем, он очень важен, очень позитивен. И впервые за 4 года мы надеемся, что он возобновит свою работу в городе Гал. Сопредседатель женевских дискуссий от Евросоюза согласился с Вячеславом Чирикба, что обеспечение безопасности остается самым важным пунктом переговоров в Женеве. А трагический случай на границе будет подробно рассмотрен в пятницу в городе Гал в рамках возобновления механизма по реагированию на инциденты. На этот раз действительно что-то есть обсуждать. Был вот этот трагичный инцидент недавно, о котором мы будем говорить. Мы видим, что до сих пор уже были предприняты некоторые шаги, и мы слышали, что уже идут необходимые процедуры для того, исследовать вот этот инцидент и делать подходящие выводы. Председатель встреч в рамках механизма по предотвращению инцидентов в городе Гал Анти Турунен рассчитывает на результативность и успешность встреч в этом формате. Это является и механизм для предотвращения инцидентов, но в данный момент мы должны отреагировать на инцидент, который произошел недавно. И это позволит нам снизить какие-то непонимания, снизить напряженность. И я уверен, что нам удастся организовать встречу в деловой атмосфере. Вячеслав Чирикба надеется, что грузинская сторона на переговорах в Гале не будет нагнетать обстановку и зарабатывать политические очки в информационной войне. Абхазская сторона, по его словам, рассчитывает на конструктивный и полезный диалог. В этом главный смысл возобновления гальских встреч после 4-летнего перерыва. Очередной раунд женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье пройдет 14-15 июня. В повестке дня вопросы о неприменении силы, а также гуманитарные и экологические вопросы. Елена Лулу, Абислан Джинджоля, Абхазское телевидение. Исполнение республиканского бюджета за 2015 год обсудили депутаты Народного собрания на очередном заседании парламента. Народные избранники также приняли бюджеты ряда фондов пенсионного, дорожного, обязательного медицинского страхования, социального страхования и охраны труда, а также внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Ряд законопроектов были сняты с повестки, среди них о правовом положении иностранных граждан и о порядке выезда и въезда в республику. Подробности в репортаже Нисфы Аршба.
На повестке 19 вопросов. В обязательном разделе «Разное» еще 3. Весь план работы состоял из очень серьезных и важных вопросов. Большинство представленных законопроектов профильные комитеты готовили по много месяцев. Первым обсудили проект закона об исполнении республиканского бюджета за 2015 год. Необходимо отметить, что доходная часть бюджета составила более 4 миллиардов рублей. Также было запланировано получение финансовой помощи от Российской Федерации в размере около 3 миллиардов рублей. Однако фактически же поступило только 2 с небольшим миллиарда рублей. То, что касается собственной доходной части, здесь я хочу обратить внимание, собственные доходы исполнены с превышением. Несмотря на то, что в общем бюджет по доходной части у нас с минусом идет, но по собственным доходам, и это ключевая наша позиция, мы ориентируемся на собственные доходы. При плановых назначениях 1 миллиард 820 миллионов рублей мы получили 1 миллиард 865 миллионов рублей. Превышение составило 45 миллионов рублей. В 2015 году основные усилия были направлены на принятие поэтапных мер по обеспечению устойчивости бюджета, снижение его зависимости от внешних источников финансирования. С целью повышения доходной части бюджета усилено администрирование налоговых и таможенных поступлений. Нужно сказать, что вопросов у депутатского корпуса в части, касающейся исполнения бюджета, оказалось довольно много. Их было много и у главы контрольной палаты. Роберт Аршба дал заключение по исполнению республиканского бюджета. Заслушивая отчет сейчас на данный момент, у нас улучшилась ситуация, можно сказать, по собственным доходам. Этот момент присутствует, и это отрадно. Но контрольную палату волнует также, помимо исполнения параметров по доходной части, соответственно, и исполнение параметров по расходной части бюджета. Контрольная палата, констатирует, если коротко сказать, что в части дотации, то есть обязательства не были выполнены по городам и районам. Я считаю, что и парламент, и непосредственно сама исполнительная власть, и контрольная палата для того, чтобы четко следить за исполнением бюджета, мы должны знать, с какими все-таки обязательствами с 2015 года мы перешли на 2016 год. Некоторые парламентарии предлагали отложить рассмотрение документа. Депутат Канкварчий вовсе предложил отвести на рассмотрение исполнения бюджета 2015 года отдельную сессию с участием всех членов Кабинета министров. Ряд депутатов поддержали эту идею. Вообще руководство страны, в моем понимании, нацелено на то, чтобы как можно максимально изыскать возможности для получения собственных доходов и решения вопросов социальных, которые у нас стоят в нашем государстве. В этой связи, вот мы говорим, там не доплатили нам с Российской Федерации по инвестпрограмме определенную сумму. Конечно, они будут доплачивать. Вот по факту я поинтересовался, у Министерства экономики получил информацию. На 2016 год запланировано 220 миллионов рублей на проведение проектных работ. Фактическое выполнение 13 миллионов. Извините, такими темпами обвинять кого-то, я думаю, наверное, неправильно. Когда будут представители Кабинета министров и соответствующие вопросы, которые коллеги будут заданы, будут направлены конкретному представителю правительства, и если мы не получим ответ, мы можем по большому счету и сформировать и выразить свое отношение к тому или иному чиновнику. Ислам Касаевич хорошее предложение сделал. Пусть каждый из них сделает отчет до понедельника. И пусть министр свой отчет делает по отношению вот этого 15 года об исполнении бюджета. Каждый из них сделает отчет. А по итогам их отчета мы будем с ними разговаривать. Несмотря на высказанные мнения о переносе слушания, документ получил поддержку депутатского корпуса в первом чтении. Окончательный документ будет принят лишь после прояснения всех возникших вопросов. Далее депутаты заслушали отчеты об исполнении бюджета в ряде внебюджетных фондов республики. Проблем больше всего у пенсионного фонда. Как выяснилось, задолженность организации перед фондом ежегодно растет. На сегодняшний день ряд крупных государственных компаний недоплатили порядка 50 миллионов рублей. Речь идет об Абхазской железной дороге и Черноморэнерго. Что касается внебюджетного фонда инвалидов войны, то оказалось, что из 5 позиций, по которым фонд обязан оказывать помощь и содействие, средств хватает не на все. За 2015 год пролечилось 541 инвалидов на сумму 23 миллиона 488 тысяч рублей, то есть на 86%. На санаторно-курортное лечение было направлено 107 инвалидов, более 6 миллионов 22 тысячи рублей.
На зубопротезирование было направлено 157 инвалидов. Была погашена задолженность перед Абхазформацией 17 миллионов 50 тысяч рублей. На сегодняшний день у нас 2621 человек. То есть 50 тысяч на человека, если умножить, то получается те деньги, которые нам поступают, они должны только одну статью перекрыть. Проверка деятельности фонда контрольная палата уже завершила, однако отчет будет готов немного позже. Это достаточно молодой фонд, он в недалеком прошлом был организован со своими полномочиями, задачами, и уже на сегодняшний день у него перед фондом задолженность. Данная ситуация наблюдается в течение ряда лет. При этом необходимо отметить, что у фонда отсутствуют какие-либо законодательные рычаги воздействия на неплательщика. Рассмотреть все вопросы, запланированные повесткой дня, парламентариям не удалось. Работу решено продолжить завтра. Нисфа Аршва, Саид Абухава, Абхазское телевидение. В администрации Ачимчирского района состоялось заседание собрания, на котором депутаты рассмотрели вопрос о даче согласия на назначение Хрипса Джепуа на должность главы администрации района. Руководитель администрации президента Беслан Барцец в соответствии с законом об управлении в административно-территориальных единицах представил собранию кандидатуру Хрипса Джепуа. Как известно, в закон о выборах в органы местного самоуправления в феврале 2016 года были внесены изменения, которые наделили депутатов районных собраний такими полномочиями, как дача согласия президенту Абхазии на назначение должности главы района или города. В связи с этим президент страны представляет на согласование кандидатуру Хрипса Джепуа, сказал Беслан Барцец. Открытым голосованием депутаты собрания единогласно приняли решение о даче согласия на назначение Хрипса Джепуа главой администрации Ачимчирского района. В мультимедийном пресс-центре «Спутник Абхазии» состоялась пресс-конференция, посвященная чемпионату мира «Канифа-2016». В ходе пресс-конференции ее участники заявили, что все организационные вопросы решены. Они также рассказали о порядке аккредитации СМИ, о том, где и как можно приобрести билеты, а также как проходит репетиция открытия чемпионата. По словам председателя правления Амрабанк Михаила Чалмаз, на церемонию открытия чемпионата мира по футболу «Канифа» осталось 600 билетов, и они будут распроданы в течение нескольких дней. Также участники пресс-конференции сообщили, что на открытии чемпионата будет задействовано более 200 человек, а сцены будут расположены по краям стадиона для удобства зрителей. У нас осталось совсем немало, 3 дня до начала чемпионата. Все сборные подтвердили о своем приезде. Порядка 350 человек, плюс порядка 100-120 журналистов посетят нашу республику. Поэтому все организационные моменты уже идут к завершению, несмотря на то, что последние дни, да, они напряженные, но я думаю, в таком коллективе и в хорошей атмосфере мы начнем проводить наш чемпионат в хорошей, достойной атмосфере, с хорошей погодой тоже. Сценарий там заключается, замысел в том, что это не концерт, и там нет ведущего как такового. То есть это одно большое представление, состоящее там из нескольких блоков. Блок там истории, блок фольклорный, блок эстрадный, танцевальный, театральный блок. И все это как бы взаимосвязано одним общим стержнем, одной общей историей, так скажем. Музыка написана, кстати, специально для центрального, так скажем, блока. Хочу подтвердить, кстати, слова о том, что все будут в равных абсолютно, что левая трибуна, что правая, никто не будет смотреть на спину, ну максимум профиль, это не страшно. Мы учли специфику вообще плана этого стадиона, поэтому. Глобальная безопасность и координация действий спасательных ведомств всех стран. Таков лейтмотив ежегодного форума «Комплексная безопасность», прошедшая в российской столице. Среди делегатов были и представители нашей республики. Подробности в материале пресс-службы МЧС Абхазии. Международный салон «Комплексная безопасность» проводится уже в 9-й раз. В этом году он проходил с 17 по 20 мая.
В работе форума приняли участие более 150 представителей чрезвычайных служб из 30 государств. Делегацию Абхазии возглавлял министр по чрезвычайным ситуациям страны Лев Квициния. В этом году салон проходил на 2 площадках. В одном из павильонов ВДНХ и на базе учебного центра МЧС России под Ногинском. Главная цель салона – координация совместных действий спасательных ведомств различных стран в деле предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. К тому же можно ознакомиться с новейшими разработками в области спасения населения в случае возникновения кризисных ситуаций природного или техногенного характера. На встрече глав спасательных ведомств Абхазии и Российской Федерации Льва Квициния и Владимира Пучкова рассматривались вопросы дальнейшего укрепления существующих связей по линии МЧС. Речь шла о возможности использования авиации МЧС России на территории Абхазии по упрощенной схеме. Иначе говоря, максимально сократить число согласований с соответствующими структурами для оперативного реагирования в случае ЧС. Руководители спасательных ведомств Абхазии и России поддержали идею создания на территории нашей страны совместного учебного центра для подготовки специалистов. Первый этап гуманитарной операции МЧС России в Абхазии подходит к концу. И, как было заявлено на встрече, за ним последует следующий, 2-й этап. Мы приезжаем сюда, и мы видим здесь настолько такими быстрыми темпами растет новейшие технологии. Мы приобретаем здесь опыт восстановления абхазского МЧС, сколько было сделано нашими коллегами. Это гуманитарные акции, совместное проведение учений и совместные работы на территории Абхазии. Еще раз хочу сказать огромное спасибо. Мы очень рассчитываем на поддержку, и я уверен, что эти традиции будут продолжаться. У главы спасательного ведомства страны состоялись встречи с представителями спасательных служб ряда стран, в том числе Китая и Кувейта. Лев Квициния был награжден медалью МЧС России как участник чрезвычайных гуманитарных операций. По традиции, международный салон «Комплексная безопасность» завершился демонстрационной частью, в которой приняли участие личный состав подразделений МЧС России и более 1000 единиц спецтехники. Решением Гудаутского районного собрания Бугардванской средней школе присвоено имя Героя Советского Союза Владимира Харазия. Ранее его имя носил колхоз села Джирхуа, но, как известно, в 90-е годы колхозы были ликвидированы, и по просьбе односельчан для увековечения имени героя было принято это решение. Выступившие на торжественном собрании отмечали, что имя героя не может быть предано забвению, его подвиг свидетельствует о бессмертном мужестве и бесстрашии защитников Родины. Ученики школы подготовили специальную концертную программу, прозвучали песни и стихи, посвященные герою. Это символ много значит, особенно для подрастающего поколения. Присвоение этой школе имени Героя Советского Союза, кстати, первого Героя Советского Союза из героев Абхазии, Владимира Харазия, многому обязывает учащихся этой школы, родителей этой школы и всех жителей этого села. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 15-17, днем плюс 22-24 градуса. Температура морской воды плюс 17 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.